Это już dzień, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isus cieszył się im. Это już dzień, jaki dał nam Pan. Zraduję się, Isus cieszył się im. Это już dzień, jaki dał nam Pan. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Другая неделя Великодная, апошний день октавы, Бог почуем в сегодняшней молитве, это и знову этот первый день, той сам день с мертвых повстаний мы святкуем аж до другой недели, которая называется Неделю Божьей милосердности. Это не то, что особливо в сегодняшний способ можно открывать эту милосердность, а это то, что Бог наново хоче нам припомниться, що Він з'являється самою милосердністю, кривицею живої води, яка дає охолоду, коли потрібно, але так само і обмиває з греху, з наших тяжкостей, дати нам осолоду, як ми могли, дякуючи не своєї особистої ласки, але дякуючи ласці Пана Бога, переодолеть різні грешні звички. Перепросим za все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть эту наисвятейшую охвяту. Panie, Ty посланный оздоровить скрушенных сердцем, смилуйся над нами. Христе, Ты пришел покликать грешников, смилуйся над нами. Panie, Ty siedzisz praworusza Ojca, как заступаться за нас, змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Хвала на вершинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworuch Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwalę Boga Ojca. Amen. Молимся. Boże, bez końca miłosierny, Ty praszpadowe świadkowanie wielkiej nocy оживляешь веру Твоего народа. Просим Тебе, повеличь у нас свою ласку, как мы глубей постигали величь росту, яким были очищенные, могутность духа, яким были одроченные, и коштовность крови, якой были откупленные. Про Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи, владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Amen.
Усё больше верующих долучалися до Пана множество мужчин и женщин. Читание книги Деял апостолов. Руками апостолов было учинено в народе шмат чудов и знаков. Усе разом заходилися на хана Соломона, и никто з остальных не осмеливался долучиться до их, а народ узвеличивал их. Усё больше верующих долучалося до Пана, множество мужчин и женщин, так что выносили хворых на улицы и клали их на ложках и носилках, как хоть тень Петра, коли он проходил, упала на кого-нибудь з них. Сиходилося так само у Єрусалим з навокольних містечок множество людей, які приносили хворих і опанованих нечистими духами, а усі вони вилечувалися. Це Слово Боже. Дякуємо вам. Chwalicie Pana, bo na wieki Jego miłosierność. Chwalicie Pana, bo na wieki Jego miłosierność. Niechaj skaże Izrael na wieki miłosierność Jahonaja. Niechaj skaże Ciebie dom Araona na wieki miłosierność Jahonaja. Niechaj skażą Ty, kto boится Pana, на веки милосердность Яхоная. Хвалите Бога, бо на веки милосердность Яхоная. Камень откинутый будовниками стал головою в углах. Пан учинил это и дивное в очах наших. Возденье Пан учинил, будем радоваться ими и веселиться. Хвалите Бога, бо на веки милосердность Яхоная. О Пане збав, о Пане восприяй, благословленных кто и тел и имя Пана. Благословляю вас, дом Пана. Пан есть Богом, и Он осветлил нас. Хвалите Бога, бо на веки милосердность Яхоная. Читание книги Апокалипсиса святого Яна. Я, Ян, брат ваш и соудельник по утиску, по владарстве и утерпении Иисуса был на острове, званым Патмос, деля Божьего Слова и деля сведчения про Иисуса. Я наполнился духом, у день Пана и пошел за собой гучный голос, быцем трубы, який казав, что бачишь, запиши в книзе и пошли всеми костелом. Я обернулся, как поглядеть, чей голос промовлял до меня, и когда я обернулся, то убачил 7 золотых свечников, а посередине свечников когости подобного до Сына Человечего, опранутого в долгие шаты и подперезаного на грудях золотым пасом. Коли я убачив його, упав до ног його, ніби мертвий. І він поклав на мене правицю свою, кажучи, не бойся, я перший и опошний, и живый, и был мертвый, и вот живы навеки вечные, и маю ключи смерти и пекла. Тому напиши то, что ты убачил, и что есть, и что повинно статься после этого. Это Слово Божие. Дякуємо вам. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ты поверил тому, что убачил я вере. Счастливые тыя, кто не бачил, а поверил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по апостолу Иоанна. Слава тебе. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дому, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў ім и кажа: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи, тому будут отпущены. На ким покинете, на тем застанутся». Тамаш, один из 12, названный близня, не был с ними, когда пришел Иисус. Іншие учни казали ему: «Мы бачили Ивана», а он сказал им: «Коли не убачу на руках ягоных ранов от цвіков, и не укладу пальца своего у раны от цвіков, и не укладу руки своей у бок его, не поверю». Праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым сказаў Тамашу: «Дай сюда палец свой і паглядзі на руки мае, дай руку твою і укладзі у бок мой. І не будь неверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты поверил, Тамаш, тому, что убачил меня. Счастливые тыя, хто не бачыў, а поверил». Шмат іншых цудаў, пра якія напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб поверили, што Езус ёсць Месія, Сын Божий, і каб веруючыя вы мелі жыццё ў ім ягонае. Гэта слово Пана. Хвала тебе, Христе. Дайте ласковое пушить. Вам все приготовились. Сегодняшнее Божие Слово на початок похвалиться над другим читанием с книги Апокалипсиса Святого Яна. Апокалипсис слово включить там, наверное, поважно. И Ян у початку этой апокалипсисе пишет, что я, брат ваш, и соудельник в утиску. Чему соудельник в утиску? Бо находится на острове, званым Патмос. Что это за остров Патмос был, когда Ян апостол это пишет? На острове Патмос были все невольники, те, які уже декілька разів утекали от Пана. Была такая традиция, когда невольник первым разом вышел поза территорию, czyli хотел утечь от Пана своего, так когда его зловили, ему на лобе ставили печать, незвычайную печать, чистым острым было там, леймо так званое, на все житье оно оставалось. На что так робили, на что на лобе, ни на руки, ни на рельса, но там можно было бы сховать. На лобе не сховаешь. Потому каждый, кто бы убачил это слугу другий раз поза территорием Пана своего, и этот слуга не имел бы по себе письма, який дозволяя ему господар покинуть территорию, то мог забить, имел право забить, и чув это за пошану великую. Або мог право зловить его и отдать у рабства. И вот на этом острове Патмос знаходилось шмат рабов таких. И они там вельми моцно працевали незвычайно. Оттуда дорога с этого острова Патмоса была одна, только праз смерть. Не было другой дороги. И тому в остров Патмос, слово Патмос, значится той, кто забивает, той, кто забил, або забил меня, вот так вот докладно можно было прочитать. Забойца мне. Докладно это учить так, Патмос. И тому, что тут робить Ян? Чому он тут знаходиться? Он пише, що я знаходжуся тут, як написано, «Деля Божого Слова і деля свідчення про Єзуса». Czyli обвещал Божие Слово, обвещать мало. А быть свідком – это справедная дорога. Бо то, что мы обвещаем, мы можем языком вкладывать. А как это учинить, это наше качество намного больше. Поглядим, что так само тут аллегория да, святого Тамаша сегодняшнего, который говорит, ему все апостолы, все 10 апостолов, какие там были, говорит,
Говорить, мы бачили Ивана, может, не верю. 10 человек засвідчило, что бачила у воскресного Иисуса Христа. А Томаш не верит, говорит, пока не покладу своего пальца у места свекрови, пока не укладу свою руку у бок, пробитый Иисуса, не поверю. Миная 8 дней, для Пана Бога не треба повторать шмат разу, объявляется Иисус Христос пізнов. И первое, что звертается на Томаш, ну давай сюда свой палец, погляди на моя рана на руках, давай свою руку положи у бок мой. Не будь не тим, хто не віруючий, а тим, хто віруючий. Не віруючий ведаеце, что 40 годов позднее, после этого здарення, сам Томаш понесе мученицкую смерть, буде завитый мечом у Індіях. Бо там його аж затягнуло Слово Боже, не тільки Слово Боже, але так само само свідчення. Так обвешать стоит. Разумеем, что говорить это легко, а свідчить. Вы учинить это намного тяжелее. Мы можем шмат чего обещать, обещать, а может мало что учинить. А не то, что апостолы говорили, то потом и подтверждали своим житем. Подтверждая Томаш своими ранами, раны Иисуса Христа, ты, что он досвятчил, что разробился, и был готов для этих ран, для этой правды, и отдал свое житие. Ksiądz Bartkiewicz, коли шмат подорожував, зустрікав різних людей, одного разу зустрів вельми знаного чоловіка, такого вельми мудрого, він все твердив, що все знає. Говорить, я йому задав одно звичайне питання. Скажи мне, коли ти все так ведаєш, ти такий мудрий чоловік, вот так про тебе тут таке написано, і так само з твоїх слов там виникає, да скажи мне, чи ти ведаєш, якая польська книжка тлумачиться на найбільше язиков у світі? Більше такої книжки нема. Якого автора? Не віримо одного, другого, третього, десятого. Не віримо. Так ось. Автор називається Ковальська Фаустина. І вона написала дзьонник, який тлумачиться на найбільше язиков у світі. І більше нема. Звичайна дівчина, яка закончила 3 класи школи подставової, школи початковой, где научилась только читать, писать, складать литеры. Написала такой дневник, что по сегодняшний день рыются наибольшие теологи в этом дневнику и не могут зрозуміти глибини правды, яка там написана. И не могут зрозуміти, як этот звичайний человек может зрозуміти. Дневник, коли читається, у нас так само есть, можно набыть, я специально стянул мне такие десятков штук нам на каплицу. Кошт сегодня его 20 рублей, сегодня акция, сегодня милосердие, может завтра будет 25. Спешите купляти, бо слава тому, що подорожання. Вот такая маленькая реклама через месяц. Есть фильм, якийсь важную рекламу ставить. Я так само указание еще не поставил, рекламу пустите. А для чего? Не купляем того, постоянно, а не все равно познаваем. Не читаем одним махом, вы не даст это прочитать. А для кого-то сами угостили один урывок на один день. А может один урывок неделю на тыдень. Хватит часами. А листу регулярно открываю и читаю. На что? Как познать Божью любовь. Вот там Иисус Христос сам говорит про свою любовь. Да, сестрой, сестры Фаустина, говорит, сестра Фаустина, пиши все это, что я тебе говорю. Как все могли познать, какая великая моя любовь, какая великая и глубокая мое милосердие. Генрі Новмен написав, задав себе питання і відказав на це питання, чим єсть грех. И написал такую приповесть, называется «Оздоровленный». Ну, оздоровленный, а не еще раз оздоровленный. Чи можно оздоровленного еще раз оздоровить? Ну, хтось скаже, ні. Але він у этой книзе вельми прикольно нам показывает у такий способ. Что говорить, был король, имел 4 сынов. И сказал этим сынам, как пошли в свет чего-то научиться. Такого хорошего, что им да поможет потом в будущем кировать королевством. Ну и разошлись сыны, у 4 концы свету, за год вернулись сами, они с собой домовились идти сустрануться,
і розмовляються, ці питаю одного, ну які навики ти набив у світі? Я навчився таких чарів, що як я убачу кость, я гэтую кость могу обтягнуть стягном. Другі говорять, а я научился таких чаров, что як я убачу гэтую кость, обтянутую стягнами, я ее могу обтягнуть скурой. А третий говорит, когда я убачу такую кость, обтянутую стягнами и с этой скурой, я с этой кости могу сложить тело. А четвертый говорит, я как бы наиболее научился, но я в это тело научился, что могу дыхнуть житьем. Адвярнуліся, што раз браты убачылі кость і говорят, давайте паспрабуем. І гэта па-сапраўднаму будзе. Першы ўзяў гэтую кость, чар мары, абцягнуў яе сцягнамі. Другі ўзяў гэтую кость, чар мары, абцягнуў яе скураю і адразу на яе волосы вырасталі. Трэці ўзяў гэтую кость, абцягнутую скураю, чар мары і паўстала цела. Чацвёрты ўзяў, дыхнуў у гэтую рэч духа, і яно ожывілася, а быў гэта галодны леў, і ўсіх чатырох братоў з'еў. Все, конец сказки. Что про это говорит? Это такая байка, браты и сестры, якая рассказывая, як дзейнічае грэх. Ён звычайна звычаецца незвычайны, такі просты, лёгкі, возьменение. Але калі чалавек уваходзіць у гэты грэх, то ён пажырае. Цяжка часамі гэты грэх не толькі мяне пажырае сотні, десяткі, тысячи людзей. Гэта і ёсць грэх, які так лёгка, у лёгкі спосаб укараняецца ў сэрцы чалавечае, у жыццё не толькі чалавека, але таксама расаў, народаў. Святая сястра Фаўстына звяртае нам увагу, у які спосаб мы маем ад гэтага грэху уцячы, у які спосаб мы маем пераадолець гэтыя цяжкасці. Затым просім падчас сённяшняй святой імшы, каб мы маглі уцячы з гэтага вострава Патмос, бо гэтым востравам Патмос ёсць смерць, а смерць гэта грэх. Каб мы маглі вырвацца з гэтага грэху, які нас абмяжоўвае. Па-другое, што можам вырвацца дзякуючы таму, не толькі таму, што мы паверым, бо убачым, а не дзякуючы таму, што мы не паверылі, убачым, бо Ісус Христос сказаў, благословлены не той, хто паверыў, і убачым і паверыў, але той, хто не бачыў, а паверыў. Па-трэцяе, каб мы шукалі Божай любові, каб мы уцякалі ад розных спакусаў, чытаючы дзённік святой сестры Фаўстыны. І па-чацвёртае, каб мы, можа, не былі падобнымі да гэтых чатырох братоў, якія ў сваім жыцці самі для сябе згатавалі смерць. Смерць, напэўна, на жыццё вечнае. Амінь. Веру в одиного Бога, Отца Всемогущего. Вся вашего имя вашего, и возведенного плана Иисуса Христа, Сына Божьего одинакового, Зайца наружного, верующий невероятный, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправданного от Бога соправданного, наружного бесспорного, одиносудного Отцу, разве Бога все царство. И Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и утелагился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придет в рай. Живых поверил, я благодарствую не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, я и Зайца и Сына походить, я Богу разом Зайцом и Сыном, належит поклонение и хвала. Веки промовлял пространству, верю в один святый католический апостольский костел, вызнаю один Бог, для отпущения грехов и шагаю воскрешения мирных и життя вечного в будущем свете.
Праз Ісуса Христа, який помер и воскрес, подарить нас вечным житьем, вознесем до Бога супольные молитвы за костел, как я обещал людям радостную правду об воскресении Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За людей, які займають високі посади в нашій державі, як рішення сприяють добробиту духовному розвитку нашого народу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За тих, кого Дух Святый одарил своими выключными дарами, как своим служением, я не знаю, кого творит все больше людей, да верит у Христа. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой мши, как мы штоденно в житті с верою черпали силы для життя, згоди і любові. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердний Боже, дякую Тобі за усі дари Твої добрини і просим, научи нас годно їх використовувати в раз Христа, Пана нашого. Аминь. А я вярую, Пане мой, Все мое житье, и терпение Твой назавсёды. Это мое сердце попроти, Ты любовь моя, одиная. а я вярую, Пане мой, все мое житье, и терпение Твой назавсёды. Это мое сердце погоди, Ты любовь моя, одиная. молитесь, я мою и вашу, я вярую, Бог, Отец Всемогутний. Нехай вам Бог примет жертву рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от Отца нравись нам и всему костелу святому. Милостивый Ойче, прими веры Твоего народа, учеников всех, кто брат признание веры, и просто отримав новое житье, досягнули вечного счастья, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, угору серце, возносим товар, подякуємо Пану Богу нашому. годно и справедливо. Сапраўды, годна гэта несправядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўдна выявіў, Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстане. Таму откупленае чалавечества ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры ангелов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышине. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё створение, бо праз Сына Твоего, Пана нашего, Иисуса Христа, действуя эмоцию Духа Святого, Ты все оживляешь и освежаешь, и неспынно избираешь народ свой, как от восходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру, в едности с усім костелом, у наисвятейший день с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, враз Его покорно молит Тебе, Пане. Освети, мocою Духа Твоего, которые дары, якія вы принесли нам вяру, как сталися яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлебы и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано».
Podobnym czynem po wieczery uziął kielich i podziaku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom każuczy. Wiarujcie i pijcie z jego śnie, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiary. Обещание смерть Твою, Пане Иисус, вызнанию Твоего спасения и шаранию Твоего Христа. Panie, wspominając zbawczynią Twojego Syna, tak samo jak cudowne Воскресение w Niebo chrzcie i czekając Jego drugiego przyjścia, podziękuj składając Tobie tę żywą i świętą ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jako ofiarę, jaką pożądał być miłosierny. Dozwól, jak my, wzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem, jednym Duchem w Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spадщину z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny, Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem, jej obrannika, ze świętymi apostołami Twoimi i sławnymi uczynnikami Twoimi i всеми świętymi, wraz z zastupnictwa jakich my spodziewamy się na Twoją niestolną i dopomogą. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta wiara naszego pojednania przyniesie się światu spokój i zbawienia. Будь ласкавый умацовать веры и любови Костел Твой, який підтримує на землі, за слугою, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Отче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей обошел с этого свету, милостиво прими у благодарства Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз Якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом у Христе, как Его заойчал всемогутный, у едности Духа Святого, вся ваша и хвала, праз усеяки вечная. Называемся детьми Божьими и изъявляемся тому полной вдячности, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штотного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого зла. Дай ласкавость упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей подарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Baranku Boży, jaki jest na całej graki światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki jest na całej graki światu,
Baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений я покликаний я на вечеру я буду. Пані, я не раб, ти прийшов до мене, а я скажи тобі слова, і буде здоров'я душа моя. Молимся. Просим Тебя, всемогутный Боже, ученика принятый нами пасхальный сакрамент, завсёды был дейным в наших душах, раз Христа Пана нашего. Объявы душпасторские. Завтра 28 красовика святой Мши у 19 увечера не будет. Буде отправлено только з раницы. Дякуем за ахвярование на будову святыни. 29 красовика во второк свято Святой Катерины Сиенской Панны, доктора Костела Иркутки Европы 1 мая у четверг успомин святого Юзефа, ровесника другого
uspamięć świętego Atanazja, biskupa i doktora Kościoła Trzeciego, święta świętych Filipa i Jakuba apostołów, wraz увечьма i после świętych imszów wieczorowych u 19 będziemy odprawiać nabożeństwa majowe. Na tym tygodniu przypadaje pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy o nowych poklikaniach do służby świętarskiej i zakonnej, pierwsza piątnica lista, dzień modlitwy do Najświętejszego Serca Jezusa i sobota, dzień modlitwy do Matki Bożej. Сегодня неделя Божьей милосердности в нашей парафии, головную святую мшу отпустовую о 12 године узначалив арцибіскуп Тадеуш Кандрусевич, так само был присутний biskup Севастополя, так само Клеменс, так само з нами молився и отправлял святую мшу. У понедельник 28 красовика, это я уже сказал, дякую за второе на бутову супольную индивидуальную молитву, спеву правую литургичную, прибирание каплицы и тех, кто дежурил, помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народив дітей, за Максима і його батьков, і хрестить на воду хресту, за добродеїв, передавців нашої парафії, так само нових добродеїв будівництва санктуарія Божої милосердності за нас, доручаючи кожного по особку опіці Матці Божої Твоєї обороні отдаємся. Святая Богородица, у наших потребах, не погашай моления наши, и от всякой злой прихоти выбавляй нас, Господи. Анна молебная и благословенная, о Анне наша, Алякута наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим наследна, Сыну Своему нас обращай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви є, що приходите, і хай добрий, милосердний Бог вас благословить. Пан з вами, і з духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в супокои Христа, аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу, аллилуйя, аллилуйя. Святый Архангел Михаил, держи нас в знамени, Дух нам обороны, супер спокусы и паска злого духа, покрову нам просим, нехай я вознищет Бог, а ты, князь Господи Небесного, могутностью Божией, скинь в пекло шатана и низших злых духов, якие на свободу свою просвете. Что заспеваем? Слезы с твару вытеряйте, охраняйте сердца злых. Песни радости спевайте, хай звучить веселый спев. У вас кровосплавна ногами